Вы можете видеть растущий рынок. А если его нет, вы не увидите его. Например, давайте посмотрим, издалека подойдем. Посмотрите Брюс Ли. Брюс Ли стал известным только по той причине, что попал в растущую индустрию в фильмах. Именно накопите ум, победите себя, победите свою, понимаете, свою внутреннюю слабость. Только ум позволяет стать умнее, мудрее, ребята. Это сильно помогает. Это 10-кратно, мы это называем 10х. Вы помните, вы не думали зарабатывать деньги. Вы ушли. Вы начали заниматься вот этим два. Фокус направили на это. А вот так изменяется судьба. Знаете, как я изменил свою жизнь? Я вам расскажу свою историю. Моя история как была? В 96-х годах я уехал в Россию. Я не собирался, правда, в Россию уехать. Но тогда был Андижан-Самара поезд. Из села приезжали мои родственники, знакомые. Я из Кишлака, я из Айны родился. У нас Кишлак, самый последний Кишлак Айны, это я родился там. Дальше уже горы, ничего нету. С этой стороны горный маршрут начинается. И вот тут приехали из моего Кишлака ребята, и им надо было как-то посидеть в поезд, чтобы уехать в Россию. В 96-м году. А ребята из села, они, как сказать, еще не привыкли. В тех годах, сейчас много людей от того, что много ездят, шустрые стали. Тогда этого не было. Я пошел, просто начальник поездом договорился, потому что билет было 620 чем-то рублей, это $100. А можно было договориться по 150 рублей посидеть ребят до Андижана, до Самары. За одну билет можно 4 человека посидеть. В тех годах так было, в 96 годах. Я подошел и говорю, послушай, у меня 7 человек, вози их, пожалуйста, я тебя очень прошу. Бери их там по 150, они из села, они не могут, у них денег нет. И так далее. А я сам в тот момент из Узбекистана с литра таскал, продавал. Из Зафарабада. Оттуда с литра таскал и хужанды торговал. Немножко денег был. И тут это проводник, он говорит, сколько у тебя людей? Я говорю, 7 человек. Он говорит, 2 бесплатно отвезу. Я думаю, раз бесплатно, давай я сам один раз поеду. На самом деле так и было. Я смотрю, в кармане у меня как раз литр продал, где-то $800 деньги есть. Я думаю, $800 вот так хватает. Раньше за $100 куда-то ездили. И сидели, поехал с ними. Думал, на халяву все любят же. И поехал туда в Россию, потом они оттуда в Москву уехали, и потом вышли в Москве. Они все пошли там работать где-то там через рынок. Я всех потерял, на русском не знаю. И меня на каждом шагу останавливают, все деньги забрали эти милиционеры. Каждый раз оставляют 81 рубля штраф. Я же без билета приехал, он говорит, билет, я билет, а на русском не умею говорить. Отвезу до отделения, пишет 81 рубля штраф. И я плачу, пока деньги не закончились. Когда деньги закончились, я остался там. Получилось так. Я пытался вернуться, не получилось. Я переехал в вокзал, одному проводнику умолял, отвези меня домой. И он меня не врал. Он сказал, нет. И вдруг в этот момент появляется один мужчина. Он наш таджик. Он такой классный, красивый, такой мужчина с полуседой волосы. Ему, наверное, 50-55 лет, вот такой. Очень симпатичный. И он мне говорит, брат, он говорит, Бародар, ты хунарави? Он говорит, бале. Бьёха, я гумош, любой вагон, мешно брав, чего их языки? Там пуль надора. На ягон каснаме, братам. Пуль там уж. Багов говорит, баро чё води? Ман втами чё мадам, там бинам, хай, як шават кор мекунам, бад медам ёхе. Ами хел фикрам был. Ман сета института партов максим пуль набудаги ба. Ман хостам хонда, пулам набуд. Втам яки мешно менче пуль кор кунам. Вай гаштам ман нигоҳ карду гуфт бародар, ҳаме қадар нигоҳ кун. Ҳаме қадар ветнаму, китайцу, афганцу, ҳамин ҷо омада пул кор карда бад мерад. Якта ту ҳамин Москва кор намеёбӣ. Ин кора нағз не. Як ҷо кор кун барав. Чӣ хел ту пул қатӣ омадӣ наметои хунам рафтан бачаҳо бепул мебод пул қатӣ мерад. Ай вай, ту бачи калон, ин хел йигит бари бача. ҳамту нигоҳ гуфту, он соло капучкои сафед модда буд. Ман тай курти сафед рафтагӣ. Бигӯ, курти ту аз куртаи ман қимат меистад.
находки то амехер хизи амехер гапа задарави. Хаме гапа задамодам. И на него книтки. Хаме гапа амодама ба сабаб шуд. Его слова стали для меня главной причиной. Он меня так затронул за сердце. Он сказал, зачем? Зачем ты приехал? Сюда люди приезжают без ничего и едет с чем-то. А ты что, один не можешь пройти работу по всей Москве? Это неправда. Ты выбрал самый легкий путь. Иди, ищи, работай, потом уезжай тогда, раз приехал. Я просто сидел, не знал, куда иду. Я просто зашел в метро и сидел на Кольцевую, думал, любой метро, где мне интуиция скажет, туда и веду. Я вышел в Киевский вокзал. И там и работал, и так далее, и там остался. А теперь самые интересные вещи расскажу теперь. В 96-х годах $100 было равно 625 рублей. Кто-нибудь помнит? Теперь внимание обратите. Я где-то 2-3 месяца работал грузчиком, и работаю 100 рублей мне платят в одном контейнере. Я работаю в одном азербайджанце, он мне в день платит 100 рублей. Каждый день работаю, вечером 100 рублей дает мне. Я грузчик. Иногда по вечерам, по ночам оставлю, по базаре останавливаюсь и разгружаю разные машины, и немножко еще зарабатываю. 100 рублей платят. И вдруг, я же грузчик, я помогаю ему отгрузить семечки и так далее. А эти покупатели за 2-3 месяца, конечно, уже меня знают, поздороваются со мной. Я чуть-чуть научился говорить на русском, ну небольшие слова, что-то чуть-чуть понимаю. И тут девушка приходит, и мне говорит, ты классный парень, зачем тебе это надо? Я говорю, знаешь, я очень мечтал учиться в Москве, но не грузчиком работать, ну, наверное, пока так. И она говорит, знаешь, будет тренинг, хочешь пойти? Слово тренинг для меня, это непонятное слово, что это такое? Она говорит, это учеба, понимаешь, это классно, это учеба. Я думал, интересно. Я говорю, хорошо. И я пошел туда. Тренинг стоит 3000 рублей. Один американец выступал. 3000 рублей. Это сколько долларов? 500. По тех? Около 500. Согласны? Теперь 96 год. В 1996 году. Худжанде, 13 микрорайоне, двухкомнатную квартиру мой родственник как раз купил за $450. Один день тренинг, одна квартира. Я пошел туда, все деньги потратил. А потом, через некоторое время, тренинг был 5000 рублей. 5000 рублей. А у меня денег не было. Я попросил у этого Азербайджана долг. И взял, пошел. Потом поработал, 2 месяца ему отдал. Потом тренинг получилось 8000 рублей. Представьте, 8000 рублей. Это уже почти 1200-1300 долларов. И я ходил туда. Самое интересное было то, что за каждый тренинг я платил стоимость одной квартиры, но на русском я не понимал. Вы понимаете? Я не понимал 90%, что они говорят. Я чуть-чуть только базаре научился. Вези, дай, отвези, привези. Я не читал книги, литературный язык, вообще не понимал. 90% не понимал, что они говорят. Но была одна вещь. Стратегия была правильная. Я верил в одно. Если хотя бы одну мысль унесу домой, одну мысль, это того стоит. На ваш взгляд, сейчас я выгляжу ненормальным, правда? Кто из вас, глядя на это, думает, ну ты дурак? Нет? Нет? Честно? Вот видите итоги, кто я и стал. Полно таджиков, которые ездят в Россию. Как раз это отличало меня одних от всех. Они все как в базаре сидели, торговали там сухофруктами, или овощами, или что-то. Они так и продолжают до сих пор.
как и работали стройками, они заработали, вернулись, купили крутые джипы, крутые свадьбы, крутые дома. А я это не делал. Я вложил все в своих мозгах. Первые годы 3 месяца работал в Москве. Годы 3 месяца. Я вернулся домой, у меня было $52 в кармане. Я помню, мой брат звонил ко мне через 2-3 месяца, после этого тренинга. Как раз я зарабатываю, хожу на тренинг. Зарабатываю, он звонит мне. Я уже 10 месяцев в России. Он звонит, говорит, деньги отправьте уже 10 месяцев в России. Неужели ты ничего не зарабатываешь? Я говорю, зарабатывал. А что ты делаешь? Где твои деньги? Я ходил на тренинг. Он говорит, а что это такое? И, в общем, так, знаешь, вот все люди сидят, один человек рассказывает, мы все пишем, это как лекция вот такое. Он говорит, это что, Кашпировский, что ли? Для тех времен это так и выглядело. Потому что люди не знали больше ничего, что такое тренинг. Вот это изменило мою судьбу. Поэтому, когда вижу людей, я людям говорю, просто иди учись. А кто-то это понимает, а кто-то под гумона, под гумон, точку кто, гумон кратки парифу, иди худаш куфтана. Кто-то так думает, потому что у него бедное мышление. Бедное мышление. Он, знаете, как думает? Наверное, это ему выгодно, поэтому так говорит. Да нет, ты учишься, не учишься, это моя судьба не изменится. Согласны? А это же моя жизнь вообще не изменится. С помощью Аллаха я создал это. А если ты учишься, это ты изменишь свою собственную жизнь. Это здорово поможет тебе. Это поможет тебе 10 раз подниматься. Вернемся сюда. Вот, вернемся сюда. Смотрите, вот это куда надо инвестировать? Образование. Образование. Ребята, когда говорю вам читать, читайте книги в том сфере, где вы хотите стать профессионалом. Посещайте выставки в том сфере, где вы хотите стать профессионалом. Посещайте тренинги, семинары, консультируйтесь с коучем, профессионалом в том сфере, где вы хотите стать профессионалом. Понимаете? Именно в том сфере. Набери деньги, вкладывай, набери деньги, вкладывай, набери деньги, вкладывай. И это пусть для вас станет принципом. Поверьте, 3-5 лет соблюдайте эту принцип. Вы станете один из умнейших людей этого города. Но делайте это каждый день. Делайте это постоянно. Через года 3-5, я даю вам слово, вы в своем сфере станете один из лучших. Понимаете? Эта формула давным-давно проверена. Давным-давно проверена. Если вы будете 100 часов учиться, вы просто топ-ляп поймете. Когда 300 часов, вы начнете лучше узнавать. 1000 часов учебы в том сфере начинает делать вас профессионалом. 10 000 часов в этом сфере вы станете мастером. Кто понял? 10 000 часов в этом сфере поработай, учись, ты станешь реально мастером в своем деле. Это словами не сказать. Это непередаваемое знание у тебя будет в голове. Вот, делайте эту формулу. Теперь посмотрите, что произойдет тогда. Когда вы это делаете, происходит некое чудо. Настоящее чудо появится. А что за чудо появится? Внимание! Ваш доход автоматически увеличивается 10-кратно. Мы это называем 10x. Вы помните, вы не думали о зарабатывать деньги. Вы ушли. Вы начали заниматься вот этим два. Фокус направили на это. Начали научиться сохранить, а потом начали управлять. И деньги начинают работать на вас. Когда деньги вы начинаете грамотно разместить в правильной системе, когда деньги начинают разместить, доход 10-кратно начинает расти. И самое интересное, это растущий доход. Внимание, внимание. Это что? Растущий доход. А когда вы сами работаете, вы же не можете на место 10, 20, 30 человек работать. Вы же не можете там, а вы можете тут 10, 20, 30 бизнес строить. Кто понял? У вас появляется растущий доход. Самая важная формула вон тут. Растущий доход. И растущий доход чем отличается? У него нету потолок. Если здесь вы работали, был потолок, оттуда его нету. А вы чем больше умнее станете. Здесь вы работали, зарабатывали, а здесь не надо как раз работать. Надо больше думать. Думать. Как улучшить свою систему. Как безопасно управлять свой капитал. Как сделать так, чтобы моя система была более конкурентоспособна, более эффективна. Постоянно думай об этом. И год за годом она оттачивается. Год за годом она улучшается. Понимаете? День за днем это растущий доход. Она никогда
не останавливается, будут расти. Сами первые 3-5 лет тяжело. Первые 3-5 лет, потому что капитал маленький. А когда это начинается через 7-8 год, вот так работает. Она начнет двигаться и так далее, и так далее. Вы будете каждый день иметь больше возможностей. Давайте теперь образное мышление. Образное мышление. В данный момент мы сейчас работаем, нам дадут что? Бумажные деньги. Вот пошел на работу, вам дадут бумажные деньги. Согласны? А теперь представьте, что нам дадут не бумажные деньги, а нам дадут стакан вода. Просто стакан вода. Зарплата вот она, стакан вода, рассчитается. Чуть по чуть-чуть накопится, правильно? А теперь представьте, что это ваш капитал. Пожалуйста, воображайте. Вот это ведро воды, это ваш капитал. Вы, если из этого капитала один стакан берете на одежду, один стакан на лекарства, один стакан на путешествие, один стакан на лечение родителей, когда-нибудь закончится? Она рано или поздно закончится. Правильно? Все равно закончится, потому что ограничен. Вы можете целое ведро отдавать, например, на путешествие? Нет. Почему? Потому что на другие параметры не хватает. А теперь представьте, что ваш капитал, не ведро вода, а вам удалось построить систему, эту капитал разместить в систему и превращать денежный поток, что ваш капитал не ведро вода, а небольшой ручейка. Просто воображайте. Образное мышление. А вопрос, вы туда пойдете стаканом? Минимум ведро. Видите, вы уже позволите себе лучшую одежду, позволите себе лучшее путешествие, позволите себе лучшую еду, лучшие подарки, лучшее образование детям. И самое интересное философия в этом в чем? Если вы туда пойдете, брали 1-2 ведро, там что, меньше стало? Вот 10 ведро возьмите, там меньше стало? Кто начал понимать, вот что такое растущий доход и что такое денежный поток? Вы представьте, что у вас есть денежный поток 10 тысяч долларов. Ну представьте такой, ладно, 2 тысячи долларов, ладно, 2 тысячи долларов. Представьте, вот каждый месяц 2 тысячи долларов, денежный поток. Стабильно. Представьте на минуту. Вы вдруг 1000 долларов покупали что-нибудь. Пошли купить на 1000 долларов, не знаю, мебель. Вы будете сильно переживать? Нет, потому что опять через месяц деньги есть. Так? А вот представьте, что вы 5000 долларов накопили. Вот представьте, у вас денежный поток 2000 долларов, но вы накопили 5000 долларов. И это 5000 вы куда-то вложили, и это неудачно пошло. Ну, не работало. Бывает так, потеряли эти деньги. Вам станет очень грустно, очень страшно? Нет, потому что через пару месяцев опять эти деньги есть. Да? А теперь представьте другого парня. Другого парня зовут Рашид. Например, Рашид. Ну, Абдурашид. У нас всех Рашида нету, Абдурашид. Вот представьте, его зовут Абдурашид. А вот этот Абдурашид 7 лет работал, накопил 10 тысяч долларов. А потом нечаянно где-то инвестировали их, и этот проект не работал. Все исчезло. Бывает такое? А скажите, пожалуйста, Абдурашид будет переживать? 7 лет накоплений нету. Страшно. Видите, как спасает, что отличает от обычного капитала денежный поток? Чем она отличается? Большое отличие. Кто мне понял? Пожалуйста, думайте об этом, как построить денежный поток. Я буду завтра вечером на тренинге, как за 18 месяцев добиться финансовой свободы. Я буду рассказывать именно об этом, как это сохранить. Я буду говорить, как систематизировать и как систему управлять. Понимаете? Первые мысли, которые у вас в голове могут появиться, такой: ой, за это надо платить. За бедность ты дороже платишь. Вы знаете, что за проценты банков еще больше платишь? Это так. За глупость еще больше платишь. Потери года жизни еще больше платишь. Эти тренинги дешевле, чем ваш телефон. Эти тренинги дешевле, чем ваш день рождения, который вы отмечаете. Эти тренинги дешевле, чем ваша мебель, которая дома есть. Разве не так? А что эти мебели принесут доход? Они что, помогли стать умнее? Наоборот. Человек, который считает, что это дорого для него, поверьте моим словам, жизнь его жестко наказывает. Я это видел все годы моей жизни. У меня были ученики, которые я видел, я им давал правильный совет: дорогой мой, иди учись, но за это плати, иди учись. Они не делали этого.
До сих пор прошло 5 лет, они на одном месте топчутся. Кто-то из них 10 лет прошел, до сих пор теряет и теряет. Откладывая на потом свое развитие, ты только потеряешь время и деньги. Больше теряешь в целом-то. А те ребята, которые пошли, я же вижу, как они растут. Даже самая интересная вещь. Я людям же говорю, начни сохранить. Видите? Сохранить, потом управлять. Я помню, несколько моих учеников мне сказали, наставник, пока я накоплю, пока я сохраню, это очень долго. Я лучше пару раз какие-то движения сделаю и быстрее буду вырваться. Я сказал, ладно, хорошо, попробуем. Прошло столько лет, те мои ученики, которые просто начали по чуть-чуть откладывать, начали строить бизнес, сегодня большинство из них успешными. Большинство из них. А те ребята, которые пытались делать движение, они до сих пор движение делают. Поверьте мне, больше половины из них в долгах и проблемах. Поэтому самый короткий путь к богатству, вот она. Кто понял? Я это говорю не мне. Изучая очень много, обучая многих людей, изучая, встречаясь с многими богатыми людьми. Я это понял. Самый короткий путь богатства, вот она. Но она выглядит, ваше сознание, как будто долго. Потому что человеческий мозг, он такой, это долго, наверное. Нет. Вот именно в этом отличается мышление богатого от бедного. Вы должны это усваивать. Что дает эта система? Благодаря этой системе я получил доктор экономист наук. Что дает эта система? Первое. У вас появится стартовый капитал. У вас бывало такой случай, что у вас какая-то идея появилась, но денег не было эту идею использовать? Или возможность появилась, а денег не было эту возможность использовать? Практикуйте нашу систему, усваивайте, у вас появится капитал. Следующее.